В объективе программы Central Asian Report тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий Центральной Азии. Политика, экономика и культура, события, тенденции и люди – все это на одной территории. Здравствуйте! В эфире программа «Центральная Азия». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Сохранить экологический баланс – задача ближайших десятилетий. Ассамблея народа Казахстана празднует свое 20-летие. Промежуточные итоги национальной экономической программы Таджикистана. Кыргызстан ожидает туристический бум. Национальный центр атмосферных исследований США предупреждает, в ближайшие десятилетия страны Центральной Азии столкнутся с растущей угрозой длительной засухи. Расчеты американских ученых связаны с динамикой изменения климата. О возможных последствиях нарушения экологического баланса в сюжете, который открывает наш выпуск. На основе мониторинга эксперты-климатологи пришли к выводу, что повышение атмосферной температуры приведет в течение ближайших 30 лет к расширению ареала засушливых районов Центральной Азии. О негативных тенденциях карты климата свидетельствуют изменения, которые происходят с ландшафтами. Мы сейчас наблюдаем небольшой рост стока, связанный с ускоренным таянием ледников. Но уже где-то через 5-10 лет он сменится на падение стока, которое дальше для любых климатических сценариев, только быстрее или медленнее, но все равно сток будет падать. Кроме природных, то есть естественных факторов, климат меняется и в результате человеческой жизнедеятельности. Бездумное и нерациональное использование ресурсов приносит не только огромный вред окружающей среде, но создает опасность для здоровья людей. Самым уязвимым ресурсом стала вода – источник жизни и основа продовольственной безопасности. Если мы не будем предпринимать ничего и продолжим ту политику, которая у нас сейчас по вопросу воды и природных ресурсов, то где-то к 2030 году у нас уже существенно будет сокращаться водные ресурсы, существенно будет расширяться площади опустынивания, станет меньше возможностей для получения высоких урожаев. Такая печальная перспектива ожидает и значительную часть земельных ресурсов Центральной Азии. Уже сегодня более 66% всей площади Казахстана составляет опустыненные территории. Около 40% пастбищ в Кыргызстане подверглись деградации. В Таджикистане расширение площади обрабатываемых земель на крутых горных склонах и вырубка горных лесов привели к снижению стабильности естественной горной среды. В данное время, по расчетам специалистов, приблизительно где-то 3% значит, республики занимает лесной массив. Поэтому необходимо нам в этом направлении усилить и проработать совместно с международными специалистами и специалистами в регионе. Не менее остро стоит вопрос с загрязнением воздуха в промышленных центрах и городских зонах. Основными источниками выбросов вредных веществ являются предприятия энергетики, различных отраслей промышленности, в особенности транспорт. Эксперты считают, что здесь нужно действовать комплексно, сберегая ресурсы и применяя экологически чистые технологии. Один из оптимальных вариантов – это осуществление принципов зеленой экономики. Сегодня такая практика внедряется в Казахстане. Значит, крупные солнечные электростанции, крупные ветровые электростанции планируется построить в соответствии с концепцией перехода к зеленой экономике. Доля вот этих альтернативных источников энергии должна увеличиваться до 50% к 2050 году. На решение региональных проблем, связанных с угрозой изменения климата, уйдет не только много средств, но и времени. Тем не менее, вопрос, который сегодня жизненно важен для всех республик Центральной Азии, оставлять открытым нельзя, поскольку речь идет и о настоящем, и будущем региона. Уровень экономического развития, благосостояния и качества жизни населения обуславливают необходимость выбора модели рыночной экономики. Таджикистан выбрал политику ускоренной индустриализации за счет преимущественного развития ключевых промышленных отраслей и комплексов. О результатах пройденного этапа расскажет наш специальный корреспондент. Таджикистан подводит промежуточные итоги национальной экономической программы, которая стартовала в 2007 году и должна завершиться к декабрю этого года. Ее приоритеты расставлялись с учетом ключевых задач.
Первое – это продовольственная безопасность, обеспечение продовольственной безопасности. Второе – это обеспечение достижения энергетической безопасности. И третье – это выход из транспортного тупика. С 2007 года объем государственных инвестиций в различные сферы промышленности вырос в 4 раза, и сегодня он составляет более 25% от общего объема национального бюджета. Большой вклад в развитие экономики в свое время внесли частные инвестиции. Они формировались за счет денежных переводов трудовых мигрантов, которые работали на территории России. Благодаря этим средствам в Таджикистане в основном осуществлялись проекты в сельском хозяйстве и в сфере торговли. По оценке экспертов, рост производства сельхозпродукции в общем объеме внутренних продуктов сегодня составляет 25%. Республика намерена и дальше повышать потенциал аграрного сектора. Почему? Потому что порядка 74% населения живет в сельской местности. Таким образом, во-первых, мы производим очень много сельхозпродукции. В рамках диверсификации аграрного сектора за последние 7 лет было осуществлено 12 крупных проектов по переработке хлопка-сырца и производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы приняли государственные программы по дальнейшему развитию текстильной промышленности. Мы приняли также специальные государственные программы по полной переработке хлопковолокна. Новая долгосрочная стратегия экономики, которая будет рассчитана на период 2016 по 2030 годы, станет логичным продолжением действующей программы. Но ее акценты расставлены с учетом большей доли готовой продукции, причем экспортоориентированной. Отсюда это новые рабочие места, это новые мощности, это новые возможности в плане экспорта товаров. И это тоже будет работать на рост экономики Республики Таджикистан. Тем не менее, международные эксперты считают, что в этом году в Таджикистане продолжится снижение роста ВВП, которое начало проявляться в 2014 году. Однако есть фактор, способный изменить ситуацию. Это вступление Таджикистана в ЕАЭС. Пока официальный Душанбе не озвучивал своего решения по евразийской интеграции, ограничившись заявлением, что республика сегодня изучает плюсы и минусы этой перспективы. Казахстанский опыт построения мира представителями разных наций. Такую оценку деятельности Ассамблеи народа Казахстана дают международные политики. В этом году уникальная структура, которая стала платформой для единения этносов и национальностей республики, празднует свое 20-летие. 2015 год объявлен годом Ассамблеи народа Казахстана. Ассамблея народа Казахстана за 20 лет сформировалась как элемент политической системы страны. В мировом сообществе Казахстан считается уникальным примером межнационального мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. В стране созданы все условия для сохранения идентичности всех национальностей, проживающих в республике. Диаспоры поддерживают свои культурные традиции и обычаи, свободно изучают собственный язык, изучают свою литературу. Например, в туркменской общине города Алматы бережно сохраняют национальные ремесла, работают над составлением справочника наиболее употребительных казахско-туркменских выражений. Помимо этого, здесь функционирует Туркменский общественно-культурный центр, а в воскресной школе преподают туркменский язык, причем за счет государства. Туркменский общественно-культурный центр создан для того, чтобы поддерживать развитие казахской культуры, туркменской культуры и культур всех этносов страны. Поэтому все наши усилия направлены вот на эти цели. Всего в Казахстане действует 88 школ, в которых обучение полностью ведется на родных языках этносов. Это 195 специализированных лингвистических центров. В 108 школах языки этносов преподаются в качестве самостоятельного предмета. При ассоциации у нас действуют воскресные школы, газета на курдском языке, «Жьяна Курд», «Жизнь курдов», литературно-художественный журнал «Нубар». В местах Капангда проживания курдов проводим занятия на родном языке. Межэтнического согласия невозможно добиться без межконфессионального диалога. В Казахстане зарегистрировано более 4000 религиозных объединений. Казахстан не случайно называют территорией межконфессионального согласия и диалога мировых религий.
На информационном поле республики активно работают более 35 этнических газет и журналов. 6 наиболее крупных из них издаются при государственной поддержке. Печатные масс-медиа выпускаются на 11 языках, радиопередачи на 8, а телепередачи на 7 языках. По мнению международных экспертов, Ассамблея народа Казахстана – это результат уникального политического новаторства. Она заложена в принципе единства в многообразии. Кыргызстан активно взялся за развитие горнолыжного кластера. Такое решение было принято по результатам проведенного в стране мониторинга. Объективных предпосылок более чем достаточно. Климат республики таков, что на горных склонах практически никогда не тает снег. Есть существенное «но» – отсутствует инфраструктура. Как будет воплощаться в жизнь глобальная для республики идея, расскажет наш корреспондент. Туристическая отрасль Кыргызстана начинает новый отсчет. Реализация проекта строительства горнолыжного кластера, по мнению экспертов, может крупно пополнить бюджет страны. Сфера деятельности развития горнолыжного спорта очень большая. То есть на сегодняшний момент очень много вокруг города Бишкека горнолыжных баз. Развивать нужно, но банально просто нету ничего нового, что можно было бы еще построить. То есть народ будет ехать, сколько будет горнолыжных баз, столько и будет ехать во все эти места. Говорить мало, нужно делать. Предварительно первые результаты горнолыжный кластер должен принести уже к 2017 году, хотя авторы проекта заглядывают еще дальше, в 2020. К этому сроку Иссык-Кульская область должна получить $2 миллиарда в виде инвестиций и еще $2 миллиарда в виде налогов в местный бюджет. Все эти деньги должны будут привлечь в область 300 тысяч любителей активного зимнего отдыха. Специально для этого в Иссык-Кульском регионе будут построены 5 горнолыжных баз, соответствующих мировым стандартам. Мы стараемся создать все-таки направленность на семейный отдых, то есть, а не на какой-то экстремальный вид отдыха. Довольно-таки сложный процесс по окупаемости, требующий сразу большое вливание финансов, требующий очень много времени на развитие этого всего. Бизнес, который развивает не просто сам бизнес, а создает еще очень много направленностей в сопутствующем бизнесе. Каждый из этих комплексов в течение сезона должен будет принимать не менее 5000 гостей. Соответственно, откроется около 20 тысяч вакансий и рабочих мест в сервисе любого направления. Безусловно, доля правды в словах инициаторов создания горнолыжного кластера есть. Достаточно в выходной день посетить любую горнолыжную базу вблизи Бишкека. Везде много отдыхающих, и нужно сказать, что с каждым годом их число растет. Судя сейчас по нашей базе, это очень такая перспективная база, смотрящая в будущее. Значит, здесь направление будет, на гребень канатки, на лесистую горку, где будет очень много желающих покататься не только на пологом склоне начинающие, но и будут кататься профессионалы. Впрочем, одними эмоциями туристов в страну не заманишь. Ведь в первую очередь создание всей инфраструктуры зимнего отдыха – это бизнес. И в нем, как и в любом виде предпринимательской деятельности, есть свои правила игры. Инициаторы проекта разработали стратегию, расставили приоритеты и обозначили временные рамки его реализации. Теперь слово за правительством Кыргызстана. Необходимо внести множество изменений в нормативно-правовую базу, синхронизировать работу правительства и местных органов именно в этой сфере. К примеру, строительство малых ГЭС для обеспечения курортов электроэнергией – задача правительства, сервис за местными предпринимателями. На сегодняшний момент мы создали просто, скажем так, скелет той инфраструктуры, которая будет в будущем обрастать горнолыжный курорт. То есть это будут и гостиницы, это будут и какие-то развлекательные заведения. В Бишкеке считают, что при наличии этих и множества других важных условий можно рассчитывать, что в страну придет инвестор, чтобы вложить деньги в горнолыжную инфраструктуру Кыргызстана. Это даст еще один толчок для развития проекта, который должен стать для туристической отрасли Кыргызстана прорывным. На этом все. Вы смотрели «Центральную Азию». До встречи в эфире на телеканале Казах ТВ.